Всем привет, с вами передача «Звездные перемены» и ее ведущая Кычкина Виктория. Сегодня у нас в гостях стилист, предприниматель, жена и мама прекрасных мальчиков-двойняшек Дарья Соколова. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Как ты провела свое детство? В целом и общем, детство я провела очень хорошо. Такое у меня было приятное в обществе бабушки. Ну, то есть я же потому что у меня очень много братьев и сестер двоюродных, и нас всех почему-то отдавали не в садик, там еще куда-то, а отвозили к бабушке. И мы с утра до вечера всегда там с ней были, и в обществе братьев в основном была, поэтому было такое детство сорванца, в общем, да. Как ты закончила школу и куда была намерена поступать? Кстати, это сложный вопрос, потому что я из тех, кто до последнего не особо понимал вообще, что происходит. Но школу я закончила в 2008 году. И я не очень так прям супер классно училась. Я занималась только теми предметами, которые я люблю. То есть я была очень избирательной, не тратила свою энергию на то, что мне не нравится. И я, правда, искренне в это верила еще плюс ко всему. И пропагандировала между тем. Просто я говорила, что мне не подходит система образования. Я могу хорошо учиться, просто я просто не в той стране родилась. Но на самом деле я всегда думала о том, что я буду работать в сфере, связанной с криминалистикой, криминологией. То есть я думала, может быть, стать патологоанатомом. И поэтому ходила в маломедицинскую академию, училась в химико-биологическом классе, занималась репетиторством по химии, кстати, у учителя в вашей школе именно. То есть мне прям это все было очень важно и интересно. Но до одного момента, когда в маломедицинской академии были экзамены, и это было очень эмоционально сложно, то есть когда там нужно было сдавать экзамены, и там, в общем, я не выдержала в плане, своей внутренней. Я слишком сострадательна, то есть я не могу, мне при виде крови, становится плохо и все такое, оказывается. Но я, когда шла к этому, я в классе в 7 решила, что это будет супер круто быть криминалистом, и я эти все учебники покупала и прям читала их, читала, знаю какие-то самые нелепые подробности, допустим, с этих учебников, то есть до сих пор запомнила. То есть интересуюсь этим всем, просто интересуюсь. Оказывается, это просто был интерес, это не оказалось делом моей жизни. Но в итоге я поступила на юридический факультет. То есть что-то около. Да, то есть к медицине вообще никакого отношения не имеет. Поступила на юрфак, училась я достаточно долго, то есть потому что я все время была в поисках. Юристом я успела поработать, но даже там на работе мне начальник, мой руководитель говорил о том, что, по всей видимости, это не твое. То есть человек, который имеет опыт, он мне говорил, тебе нужно заниматься чем-то более деятельным, ты не можешь сидеть на одном месте. Так что юрист из тебя будет, не очень. Да, такой себе, знаешь ли. Так юридическое образование, да. Какие у тебя любимые и нелюбимые были в школе предметы? Это как раз моя любимая тема. Я очень сильно люблю литературу. Вообще, на мой взгляд, литература — это вообще фундамент и основа в воспитании человека. То есть сколько книжек ты прочитал, приблизительно такой у тебя уровень образования. На мой взгляд, даже сейчас, работая с людьми, допустим, в одежде, да, я вижу, что пристрастие к книгам, она в дальнейшем отражается на внешнем виде человека, на его интересах, на его каких-то выводах в этой жизни, потому что книги, они делятся с нами чьим-то опытом. Это очень круто. Поэтому литература, бесспорно, я очень люблю Серебряный век, мне очень нравятся стихи, поэзия, это прям мое. Плюс ко всему я люблю психологию, ОБЖ, реально классные предметы, то есть которые прикладные, которые в жизни правда могут пригодиться. Геометрия, то есть я тоже считаю, что это хороший предмет. Все. Остальные предметы тоже хороши, но я бы не сказала, что мне там хотелось что-то делать. То есть, и много для меня, конечно, зависело от подачи, да, то есть учителя все равно имеют свойство вовлекать в процесс.
И, конечно, были такие предметы, которые мне не очень нравились, но за счет преподавателя, учительницы конкретно, то есть я интересовалась ими, там, например, там, это были такие предметы, как английский язык, там, тут именно потому, что учитель мне нравился, и я ходила к ней, то есть я не ходила на предмет, я шла к учительнице, потому что я ее люблю, вот так вот. Вот ты сказала то, что любишь читать книги, и кто твой самый любимый автор? Вообще, если говорить про школу, то я очень сильно люблю Чехова. То есть, да, мне очень нравятся его рассказы, как он преподносит, как он раскрывает. Вот вообще такая у меня большая любовь, да. А сейчас, допустим, если говорить про книги, то я читаю больше какую-то развивающую литературу и читаю биографии. Вообще биографии мне очень нравятся, автобиографии мне нравятся. То есть сейчас, поскольку я работаю стилистом, я упорно изучаю биографии различных модных дизайнеров, да, какие-то истории модных домов, то есть историю моды изучаю. То есть сейчас мне это близко. А в школьные годы, да, я любила рассказы. Одним самым таким произведением, да, это даже не произведение на самом деле, это есть такая книга, которая называется «Дневники Анны Франк». Вот, она у нас была в внеклассном чтении дана, эта книга, но она произвела на меня там большое впечатление. Я прям помню, что у меня такой большой фидбэк после был. Я ходила, ну, очарованная, наверное, в каком-то смысле и в хорошем, и в плохом. И очень много там сочинений писала на эту тему. То есть эта книга, она сильно на меня повлияла, например. А если говорить про стихи, да, то, конечно, я очень сильно люблю Маяковского и Северянина. Да. А какой твой любимый жанр? Жанр именно В литературе? В литературе я люблю рассказы. Мне нравится повествовательная форма, когда кто-то такой, типа, так вот, слушай. И вот это вот мне очень нравится. То есть, когда от первого лица рассказывается, вот такое мне близко. Каково это быть интересной личностью для людей? Я не знаю. Я, как бы, если ты имеешь в виду меня, то я бы не сказала, наверное, что... Ну, я себя не считаю супер какой-то интересной личностью. Я, скорее всего, человек, у которого есть какой-то род деятельности, в которой он разбирается, да, и поэтому люди ко мне обращаются. Ну, на мой взгляд, это так выглядит. То есть, и поэтому я отношусь к этому как к работе. А как возникла идея СВОПа? СВОПа? Идея СВОПа, ну, то есть надо уточнить, да, что это обмен одеждой. Идея СВОПа на самом деле исходила от Ирины Бугаевой, то есть я думаю, что тут как бы тоже нужно сделать сноску о том, что это человек, который такой экоактивист, очень классная девчонка, которая еще записывает подкасты с мамами. Вот, мы с ней не были знакомы, я просто я написала у себя в Инстаграме о том, что было бы классно сделать дресс-кроссинг, то есть что-то связанное с обменом вещей. Она меня поддержала, мы до этого были знакомы много лет, со школы как раз-таки мы еще знакомы, но мы никогда не общались, то есть мы не были ни подруг, ну, максимум привет, то есть наше общение ограничивалось. А СВОП, то есть она говорит, давай сделаем, я говорю, ну давай сделаем. И все, и мы начали делать, и сейчас сколько уже 1,5 года это мероприятие проходит, и Ира, ну то есть, да, ее философия, экофилософия на меня повлияла очень сильно, то есть, потому что я теперь минимизировала свои вещи, я преимущественно одеваюсь со вторых рук, то есть для меня не обязательно иметь типа супер классные хайповые шмотки, хотя я стилист по идее, да, то есть вот это вот у меня джинсы, они, например, с секонд-хенда. А вот этот пиджак куплен со вторых рук, то есть он тоже, ну, по факту просто перекуплен. И таких вещей у меня в гардеробе очень много. То есть я считаю, что вещи это классно, это хорошо, это отражает твою внутренность, да, твои какие-то взгляды на жизнь, но все-таки осознанное потребление и оно основополагающее, потому что все-таки когда-то, к сожалению, экология станет не как сейчас модой, да, а станет такой жизненной необходимостью, когда уже не до моды будет, когда все реально будут переживать из-за этого и будут волноваться, сколько вещей на самом деле они потребляют, так как от этого будет зависеть их жизнь и жизнь их детей. Поэтому сейчас, пока это модно, это классно, и мне кажется, что здорово, что молодежь очень круто это подхватывает, потому что к нам на СВОП приходит очень много участников, все постоянно интересуются, когда же будет возможность снова обменяться, потому что это возможность сэкономить деньги, возможность сделать свой вклад в экологию, плюс ко всему возможность часто выглядеть по-разному, да? Вот. Ну вот, да, все интересуются, тогда вот когда будет следующий СВОП?
Когда будет следующий своп, я тебе сказать не могу, обманывать никого не буду. Это очень сильно, на самом деле, зависит от моего расписания, от расписания Иры. Если раньше мы были мамами в декрете просто, у которых не было основного рода занятий, да, мы просто по фану собирались, типа, там было классно, мы делали своп от безделья, знаешь, типа, ну что, давай своп сделаем, будет повод встретиться. То сейчас для нас сделать своп — это прямо нужно выкроить время, дети, работа и так далее. Все, теперь сейчас у нас все это есть, и нам, конечно, гораздо сложнее. Но мы раз в месяц стабильно его проводим, поэтому следующее ориентировочно будет где-то в феврале, так, по логике вещей. Да. Расскажи о планах на будущее. Ой, мои планы. Но вообще я очень люблю планировать. То есть это для меня тоже важный такой этап. Причем я люблю больше планировать для того, чтобы потом сравнивать и анализировать. Это знаешь, как типа каждый день рождения я пишу список каких-то дел и того, чего я добилась за этот год. И проверяю со списком прошлогодним. Это очень сильно помогает мне понять, продвинулась я куда-то или нет. Потому что очень грустно бывает, у меня такое один раз в жизни было, когда я написала и поняла, что за год все стало только хуже. Такое у меня было однажды в жизни, и это был крах вообще страшный. Я думала, все. То есть я год просто жизни ничего не делала такого, что могло сделать меня лучше в этой жизни. И такое бывает. И это такой ужасный застой, и поэтому я постоянно все записываю. И если говорить о моих планах на будущее, то, конечно, мне нравится развиваться как стилисту, да, то есть я постоянно учусь. Если изначально я училась 2 года назад почти уже почти 2 года прошло, у Гоши Карцева в Москве, в школе, которая называется School Гош, то буквально там месяц назад я закончила, даже меньше месяца уже, я училась 3 месяца на онлайн-курсе Галлы Борзовой у другого стилиста. То есть я считаю, что информацию питать нужно. Сказать там, чем я буду точно заниматься в будущем, я не могу, но, скорее всего, это будет какая-то предпринимательская деятельность, потому что мне это близко, мне это интересно, и скорее всего, в этом как-то буду реализовываться. Но это, наверное, также будет непосредственно связано как-то с одеждой, с какими-то такими сферами. Я не думаю, что я резко уйду в другую сторону. Маловероятно. Каково быть матерью двойняшек? Это стресс. Вообще, оказывается, матерью быть сложно. Я это тоже... Я сама по себе была, так вот, как мы говорили про детство, про мое, о том, что я была сорванцом, да, и как бы моя мама, она очень всегда относилась к моим таким выходкам, так называемым, очень спокойно. Вот знаешь, если есть мамы, которые типа, боже мой, нет, все, позор ты, позор семьи, уйди, мы тебя не знаем, то моя мама говорила, типа, все нормально, ничего страшного, это опыт, плохой опыт, тоже опыт. И я как-то с этой мыслью и жила всегда. И как думала, что вот, когда я буду мамой, там, я буду там, постараться быть другой. То есть я буду там, например, более строгая, там еще какая-то. Ну, сейчас я смотрю, когда я только родила детей, я была в шоке. Я стояла, смотрела на них и думала, ну все, приехали, типа, что делать-то теперь? Я до сих пор, сейчас детям будет 3 года в марте, я смотрю на них точно с такими же глазами, потому что я этих людей не знаю. Вот в чем дело. Потому что, как бы, я с ними в процессе, да, я с ними общаюсь и чего-то там о них узнаю, а они меняются каждый день. И я понимаю, что это будет всю жизнь. То есть ребенок и человек, в принципе, он не может быть сегодня таким же, как ты знал его вчера. И каждый день я смотрю и понимаю, что это другой уже какой-то человек, у него уже другие взгляды, он уже любит другие шоколадки, он уже смотрит другие мультики, он уже полюбил новую книгу, у него уже новая любимая книга. И я такая, и я еще работаю и пытаюсь все это успевать. И я про себя думаю, елки-палки, а что будет, когда им будет, лет 18, да, когда они, как ты, допустим, будут учиться в 8 классе. Я же тоже их знать-то и не буду, и каждый день буду с ними заново знакомиться. И это круто. Потому что когда это осознаешь, мне кажется, ты относишься к своим детям как к полноценной личности. То есть ты им разрешаешь быть такими,
какие они есть. И я в себе это воспитываю, чтобы мои дети были там неудобные дети, которые делают, как мама сказала, а чтобы мои дети были личностями, которые принимают решения и несут за них ответственность. Это, я надеюсь, что так будет. Потому что какая я мама, это покажет только время, там, лет через 50. Знаешь, когда у них свои дети появятся, вот тогда будет понятно, какая я была мама. Сейчас, в ближайшие там, лет 50 мы не узнаем. Я просто хожу и каждый день в шоке. Просто, их двое, что делать? То есть вот так вот. Все. Что тебя сподвигло на переезд в Санкт-Петербург? Мне захотелось перемен. Ну, это, наверное, нормально. То есть, что рано или поздно всем хочется перемен. Моя мама, допустим, вот опять же, она всегда мечтала, что я буду жить в другом городе, что я закончу школу, уеду, поступлю, как все, знаешь, вот, ну, типа, что это же так классно, как твой ребенок, как где твой ребенок. А мой ребенок в Москве, и все такие, как хорошо. Вот. Ну, то есть это как показательная такая штука, да, что типа ребенок учится в центровузе. А я сказала, что я патриот своего города и уезжать никуда не буду после школы. И осталась. И на тот момент, когда я переезжала, я реально была уверена в том, что я много сделала для того, что... Ну, я прожила в Якутске и достаточно сделала. То есть я посадила и деревья в этом городе, определенно точно знаю, что я это сделала. И провела какие-то мероприятия, да, хорошие. То есть и какие-то организовала, не знаю, проекты, которые там благоприятно влияют на окружающую среду, на общество и так далее. Я подумала, ну все, в принципе, хватит, типа, что-то делать в Якутске, пора делать где-то еще. То есть я села в самолет тогда с моим молодым человеком, он потом стал моим мужем, вот, и мы улетели в Питер. Я думала, что буду учиться там на стилиста, но оказалось, что я буду рожать там детей. Ну, то есть, как бы, в итоге я там рожала, но не учила, ну, как училась онлайн, но это не сказала бы, что это супер классное обучение, конечно, было. Ну, в общем, так вот, то есть сподвигло меня просто желание перемен. И когда сейчас я вернулась, у меня другая сфера, и я понимаю, что, ну, мне есть где развернуться пока что в этом городе. То есть если вдруг я почувствую, что воздуха не хватает, я, наверное, снова такая захочу перемен, сяду в самолет и куда-нибудь улечу. Да. Ты бы хотела, чтобы твои дети связали жизнь с творчеством? Конечно. Конечно, мне искренне хочется, чтобы мои дети занимались творчеством. Я понимаю, что, ну, вообще творчество, оно же разное. Да, ведь, то есть кто-то, вот как я, переодевает людей, и для кого-то это творчество, а для кого-то это безделье, да, для кого-то это работа, у всех по-разному. То есть кто-то рисует картины, кто-то делает это дома, кто-то делает в плане работы. То есть мне бы хотелось, чтобы у них был какой-то интерес жизненный, чтобы у них было даже больше не творчество, а дело жизни. Потому что когда у человека есть любимое занятие, помимо всего остального, он всегда остается, во-первых, интересной личностью, во-вторых, когда у тебя есть любимое занятие, ты в нем стремишься совершенствоваться. То есть, и когда это происходит, классно, когда это совпадает, это твоя работа, типа, и твое любимое занятие, но это бывает нечасто, и с этим надо как бы смириться. То есть, но это, когда у человека есть желание учиться, это самое главное. То есть учиться именно, учить себя как личность, расширять свои границы, свое мировоззрение. Поэтому я хочу, конечно, чтобы у моих детей были творческие интересы в том числе, помимо каких-то еще, потому что все-таки мальчики, куда их занесет, я не знаю. Какие направления в стиле сейчас принято считать актуальными? Вообще, если говорить про тренды именно на 2020 год, то это, конечно, будет такой гранж-стиль, да, это снова все возвращается, это 70-е пока что еще закрепились, вот, 80-е тоже где-то отблеском. В общем, все такое из прошлого, снова в моде тайдая, значит, это опять же 70-е, да, это когда были там дети, цветы жизни и прочие там, вот, хиппи. Вот. Поэтому, в принципе, эти направления остаются, то есть становятся популярными, но всегда в моде будет уместность, всегда в моде будет опрятность. Потому что ты можешь носить все, что угодно, и по факту быть как будто бы самым модным, но если ты не опрятный, то тебя ничего не спасет. Вот так вот. Небольшой подарок. О, даже так? Студии, да. Это handmade брошки. О, клево, брошки. Это... Вау! Она очень красивая. Круто, спасибо большое. Это супер классно, это крутой подарок, это классный подарок для стилиста, точно.